Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первая абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме. Она посвящена 30-летию Конституции Абхазии. Чемпион мира по боксу Харитон Агарба встретился со студентами Абхазского государственного университета. «16 нарушителей правил вождения автотранспортов задержаны в ходе очередного специального рейда сотрудниками ГАИ. Первая абхазская юридическая неделя открылась в Сухуме. Она посвящена 30-летию Конституции Абхазии. В честь юбилейной даты Конституционный суд проводит третью международную научно-практическую конференцию на тему «Публичная власть. Проблемы формирования и функционирования», а также международную научно-практическую конференцию «Конституция Республики Абхазия. 30 лет. Итоги, новые вызовы, перспективы развития». В мероприятиях приняли участие представители юридического сообщества Абхазии и России, аспиранты и студенты АГУ. Подробности в материалах наших корреспондентов. Конституция – основной закон, стержень суверенного демократического государства, соблюдение которого определяет уровень правового развития общества, совершенство институтов защиты прав и свобод граждан, взаимодействие и эффективной деятельности всех ветвей власти. Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия. Провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти. Гарантированы права и свободы человека. Открывая пленарное заседание Международной научно-практической конференции, председатель Конституционного суда Диана Пили отметила, что принцип поддержания доверия к действиям государства вытекает из конституционных принципов юридического равенства и справедливости в правовом демократическом государстве. Бесспорно, Конституционный суд должен выполнять особую миссию, снимая противоречия между конституционным текстом и социально-правовой практикой посредством определенных правовых норм и способствовать поддержанию доверия к праву и к государству. Высокое доверие предполагает совместные цели и совместные ценности. Именно, наверное, поэтому нужны такие площадки, как наша сегодняшняя площадка, которые позволяют объединить усилия во имя развития науки, культуры, образования, сохранения доверия, мира и благополучия в каждой из наших стран. В этот знаменательный день множество пожеланий звучит в адрес Конституционного суда. Поздравления от имени спикера парламента Лаша Ашуба засчитал руководитель аппарата парламента Вадим Бжанья. Ректор Юго-Осетинского госуниверситета имени Тибилова Вадим Тедеев поздравил участников первой абхазской юридической недели с 30-летием Конституции Абхазии. Процветание нашим республикам. И, безусловно, наступит тот день, когда и Республика Южная Осетия, и Абхазия станут полноправными единицами международного права. Я бы хотел отметить, что сегодня Республика Южная Осетия находится в состоянии мира. 16-й год, как у нас нет войны. И мир пришел на нашу землю благодаря самоотверженной борьбе народа Южной Осетии, благодаря помощи братской России, помощи братских кавказских народов. Это мы помним, это мы знаем. И как раз позавчера мы праздновали День народного единства. Я бы очень хотел, чтобы и в Абхазии, и в Южной Осетии было полное единение нации. В ходе пленарного заседания состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Конституционным судом Абхазии и Юго-Осетинским государственным университетом. Также меморандум был подписан между Институтом экономики и права Академии наук Абхазии и Юго-Осетинским государственным университетом. С приветственным словом к участникам первой абхазской юридической недели обратились уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмария и детский омбудсмен Мактина Джинджолия. Конституция Республики Абхазия юридически закрепляет ценность прав и свобод человека и гражданина, что подробно отражено в ее 2 главе.
В свою очередь, Институт уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, осуществляя свою деятельность, призван обеспечивать их реализацию и защиту. В этот знаменательный день для нашей страны желаю всем нам, всему многонациональному народу Абхазии мира и процветания. Для меня, как для уполномоченного по правам ребенка, этот документ является не только символом государственного суверенитета, но и основой для защиты одного из самого уязвимого слоя населения – наших детей. Создавая условия для их гармоничного развития, мы создаем крепкий фундамент для будущего нашей республики. Благодаря основному закону Республики Абхазия каждый ребенок сегодня имеет право на жизнь, семью, образование, медицинскую помощь, защиту от насилия и дискриминации. Сотрудничество между конституционными судами Абхазии и России будет развиваться и впредь. Об этом говорилось в поздравительном адресе председателя Конституционного суда России Валерия Зоркина. Глава официального представительства Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба засчитал поздравительный адрес от председателя Конституционного суда ПМР Олега Кабалоева. В этот праздничный день судьи и сотрудники Конституционного суда Приднестровско-Молдавской Республики поздравляют вас и в вашем лице весь народ Абхазии с Днем Конституции, желая здоровья, мира и благополучия и процветания. Председатель Конституционного суда Кабалоев. Также слова признательности и поддержки звучали и от российских коллег. Республика Абхазия за эти 30 лет проделала громадный путь развития, в том числе и путь конституционно-правового развития и государственного правового развития, что выражается в ряде серьезных законодательных актов, ну и, конечно же, в действии Конституции. А тут еще и Конституционный суд создан в Абхазской республике, Республики Абхазия, который является самым главным и, пожалуй, единственным толкователем этого основополагающего законодательного акта. Хотел бы, конечно же, пожелать процветания и благоденствия народу Республики Абхазия. Во второй части научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции Абхазии, состоялись выступления абхазских и российских коллег с докладами. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Национальная библиотека имени Ивана Папаскир стала центром обсуждения актуальных вопросов конституционного права. Здесь прошла вторая часть международной практической конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Республики Абхазия. В ней приняли участие ведущие эксперты в области конституционного права из России и Южной Осетии. Я хотела, пользуясь случаем, поздравить с 30-летием Конституции Республики Абхазия. Знаменательная дата, и в эту знаменательную дату Конституционный суд организовал и проводит целый цикл мероприятий, не только одну конференцию. Это несколько конференций, это издание юбилейного журнала «Вестник Конституционного суда», это совместно с АГТРК фильм об истории становления и принятия Конституции и о создании Конституционного суда. Издание юбилейной медали «30 лет Конституции Республики Абхазия», подписание меморандума. И все это вместе мы организовали и создали первую абхазскую юридическую неделю. В ходе конференции участниками были зачитаны доклады и обсуждены вопросы на тему совершенствования конституционного законодательства. Спикеры поделились своим опытом, говорили о роли развития демократических институтов и международном опыте в развитии правового государства. На сегодняшний день Конституция Абхазии содержит все, вот на мой взгляд, все для развития независимого правового государства. Вместе с тем, конечно же, не существует идеальной конституции, и не только для Республики Абхазия, но и для всех стран. И она не может существовать на все времена. И изменения поправки, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации 2020 года, показали, что время идет вперед и нужно двигаться вперед. Именно поэтому важнейшей необходимостью успешного конституционного строительства является осуществление должного и действенного конституционного контроля. Решением этой задачи и стало создание Конституционного суда Республики Абхазия, деятельность которого регламентирована Конституцией Республики Абхазия. Сегодняшняя Конституция – прочный фундамент демократического развития государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ. Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни.
На сегодняшний день все современные национальные государства прекрасно осознают, что фундаментом правовой системы любой страны является Конституция. Причем содержательно Конституция в ее новом понимании, да, потому что мы знаем, что в средние века применялся этот термин, и в более поздние для характеристик совершенно разных актов, явлений. И Конституция, первая писанная Соединенных Штатов Америки, она была прообразом того, что мы имеем сегодня. Сегодня же Конституция – это некое закрепление баланса интересов между, прежде всего, личностью, обществом и государством. И только потом мы можем говорить о том, что это в том числе закрепление публичной власти, порядка ее организации и содержания. Будущее юридической науки в третьей части конференции представили молодые ученые и студенты юридического факультета АГУ. Международная научно-практическая конференция стала значимым событием, подытоживающим 30-летний путь развития абхазской государственности. Ульяна Рожкова, Рама Гамке, Абхазское телевидение. У здания Генеральной прокуратуры с утра 25 ноября собрались люди в поддержку генерального прокурора Адгура Агрба. Собравшиеся выразили недовольство тем, что некоторые депутаты парламента оказывают давление на исполняющего обязанности президента Абхазии Бадру Гунба, требуя не вносить на рассмотрение парламента кандидатуру Адгура Агрба в качестве генпрокурора. Ситуацию прокомментировал Адгур Агрба. В своем высказывании сейчас уже в преддверии истечения срока моих полномочий, которые истекают 12 декабря этого года. В сфере событий, которые у нас произошли в республике, вы все хорошо знаете, депутат Квартия почему-то решил оказать давление на исполняющего обязанности президента. В своем высказывании на брифинге, где он находился 21 ноября, и он дословно сказал, что если будет внесено представление Агрба в парламент, тогда нам придется потревожить людей. Я лично расцениваю это как оказание давления на исполняющего обязанности президента. Так оно и звучит, так оно и есть на юридическом языке. Это именно так и понимается. И мной, и всеми моими коллегами. А в мой адрес он высказал и сказал, что я, как прокурор, полностью себя дискредитировал. Я это тоже воспринимаю как оскорбление. Это уже выходит за пределы дозволенности. Я так считаю, что депутат парламента не вправе так высказываться. Ну, у меня сложилось такое убеждение, что этот человек хочет силой решить этот вопрос. С учетом того, что у нас сложились с ним такие взаимоотношения, он нас хочет отсюда просто выдавить. Я хочу сказать вам следующее, уважаемые друзья, которые здесь присутствуют. Я в это кресло не вцепился. Есть сегодня действующий президент, исполняющий обязанности президента. В соответствии с Конституцией, законом о прокуратуре и действующим законодательством есть определенная процедура, есть определенный регламент, которому должны следовать все. Если сегодня Бадра Зурабович скажет: Адгур Нукзарович, 12 декабря твой срок полномочий истекает, на этом твоя профессиональная карьера в этой должности заканчивается, я тихо, спокойно закрываю кабинет и иду заниматься другими делами. Если я такой плохой прокурор, как я могу работать вице-премьером в их команде? Он мне говорит, что он будет вице-премьером в нашей команде. Да. Как я могу там работать, если я здесь не справился, значит вице-премьером я справлюсь, я так понимаю. Да? Я хочу ему передать, что их должности мне не нужны. Я знаю, что мне делать и где мне находиться. Если сегодня исполняющие обязанности и депутаты парламента примут решение и скажут, что я здесь находиться не должен, если они такое решение примут, я знаю, чем мне дальше заниматься и где мне находиться. Я хочу, чтобы вы вот это знали. Наши люди работают, прокуроры работают, но есть законный порядок возбуждения уголовного дела. И юристы, кто этим занимается уголовным судопроизводством, они прекрасно это знают. В каждом отдельном случае рассмотрения сообщения о преступлении должно быть повод и основание для того, чтобы из него родилось уголовное дело. А вот так людей на массу, как говорится, говорить в угоду себе, это уже другие вопросы. Поэтому ничего генеральный прокурор не спрятал, ничего не укрыл. Все материалы. У вас будет брифинг. У нас уже был брифинг. Да, я просто обращаю внимание, кто-то уже
смотрел, а кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. И я к тому еще раз говорю, что, как генеральный прокурор сказал, это все продиктовано личными амбициями Кана Кварча, который хочет, почему-то он решил, что он сегодня имеет такие юридические полномочия, значит, снимать и назначать, неважно, генерального прокурора или кого-то там, я не знаю, из исполнительной власти и так далее. Что он так хочет, или Да. я так хочу, так не бывает. Да. Есть закон. Да. Давайте мы все будем делать по закону, как Именно полагается. Так, именно так. Члены Координационного совета провели брифинг, где прокомментировали конфликт с генеральным прокурором Адгуром Агарба. У нас есть договоренность, благодаря которой в рамках переговоров в Министерстве обороны, благодаря этой договоренности нам удалось стабилизировать ситуацию и найти некий компромисс и баланс. Я просто напомню, может кто-то забыл, речь шла о том, что никакие кадровые назначения до того, как пройдут президентские выборы, до того, как вновь избранный президент вступит в свои полномочия, никакие кадровые вопросы не обсуждаются. Вот в двух словах, какой был, значит, договор, такое соглашение. Что касается генерального прокурора, здесь никто не ставит вопрос о том, чтобы снять генерального прокурора и назначить кого-то из представителей оппозиции или кого-то еще. Речь идет только о том, что у генерального прокурора 12 декабря, если я не ошибаюсь, истекает срок полномочий. По нашему закону генерального прокурора представляет президент в Народное собрание парламент, и парламент утверждает эту кандидатуру сроком на 5 лет. Наше предложение заключается в следующем. Для того, чтобы это должен решать абхазский народ. Кого абхазский народ завтра выберет президентом, вот тот новый глава государства и будет определять, с кем он хочет работать в команде в качестве генерального прокурора, там, и остальных чиновников высшего звена. До этого момента мы и действующему вице-президенту, исполняющему обязанности президента, донесли, сегодня тоже мы с ним встречались, до этого момента никаких представлений, никаких назначений быть не должно. Я встречался вчера с родным братом этого генерального прокурора. Единственное, что я просил его брата, я хочу, чтобы все это слышали. Тех, кто там, кому там, я не понимаю, мозги промывают. Я единственное сказал, это брат твой не может быть стать тем человеком, за которого абхазский народ должен стать друг перед другом. Да? Конфронтации за него еще не хватало, чтобы абхазский народ вставал. Как будто он такой успешный был прокурор, что за него еще там должны люди поубивать друг друга. Я сказал единственное его брату, «Варабрида псуазар, эйли каавазар, абраих ойзелым каавазар», насколько вся эта ситуация нагрета. Вара яха, яра, значит, его срок заканчивается. Абия вайлам цаква цад. После нашего разговора с исполняющим обязанности Бадрой, что вот наши вот эти опасения мы все донесли до него, что есть понимание, и он сказал, что он нам обещал, что в течение ближайших дней он определится с этим вопросом и выслушает там все стороны и скажет о своем решении, будет ли он представлять или не будет. Заявление представителей оппозиции прокомментировали участники переговоров между властью и оппозицией Давид Пиля и Илтар Хетце. У нас был определенный формат переговоров. По нашему соглашению президент и премьер-министр подали в отставку. Как известно, уже парламент принял отставку, и премьер-министром назначен новый человек. Что касается генерального прокурора, когда этот вопрос поднялся, мы сказали, категорически мы рассматривать этот вопрос не будем, ибо это прерогатива парламента, тем более, что полномочия генпрокурора подходит в декабре месяце, и парламент будет это решать. На что спикер парламента тут же подтвердил, да, это вопрос парламента, и мы будем на парламенте рассматривать. И на этом наши переговоры закончились.
На переговорах, которые проходили в Министерстве обороны, вопрос генерального прокурора был затронут, но мы сразу же сказали, что это не наша прерогатива, это прерогатива парламента, и этот вопрос отпал. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии, входящие в партию Амцахара, среди которых и герои Абхазии, кавалеры ордена Леона, а также награжденные медалью за отвагу, призывают представителей оппозиционных сил прекратить провокационные действия и высказывания, не накалять общественно-политическую обстановку. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в СМИ. В партии Амцахара призывают соблюдать пункты совместно принятого соглашения и проявлять более высокий уровень политической культуры. В противном случае дальнейшее раскачивание внутриполитической ситуации и противоправные действия могут привести к непоправимым последствиям, отмечается в документе. Решительно требуем не выходить за рамки правового поля, соблюдать Конституцию и законы Абхазии, не ввергать в страну гражданское противостояние, создать необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов. Заявляем, что будем добиваться соблюдения законности всеми доступными правовыми методами, говорится в заявлении. Коллектив Генеральной прокуратуры поддержал своего руководителя Адгура Айгырба. В обращении к спикеру парламента Лаше Ашуба говорится: на протяжении всего срока пребывания в должности генерального прокурора Абхазии Адгур Нукзарович проявляет принципиальное и ответственное отношение к исполнению своих обязанностей в соответствии с Конституцией Республики и действующим законодательством Абхазии. Обращение прикреплено многочисленными подписями сотрудников Генеральной прокуратуры. Чемпион мира по боксу Харитон Агырба встретился со студентами Абхазского государственного университета. Встреча была организована в рамках празднования 30-летия Конституции Республики Абхазия. Репортаж Гогуса Вардания. Утро понедельника в Абхазском государственном университете началось с теплой встречи студентов и профессорско-преподавательского состава АГУ с чемпионом мира Международной ассоциации бокса Харитоном Агырба. Харитон Агырба, Апсо университет, Татай, взяла обед Харитон, Арина Хызги, Овчара Бзевка, Узераш. Чемпион приехал на родину на несколько дней. Запланировано множество встреч. И одна из главных – с молодежью, отмечает спортсмен. У каждого студента АГУ была возможность задать вопрос известному боксеру. По какой причине вы выбрали именно этот вид спорта и с самого детства вас увлекал именно бокс? Один мальчик со двора, с которым я общался, он как-то ко мне подошел и говорит: в играющей форме давай поборемся. А я был парнем не конфликтным, но если ко мне кто-то приставал, обычно я отвечал нормально. И так сложилось, что вот он ко мне подошел, но в играющей форме давай поборемся, а я всегда как бы был сильнее его. И он мне провел прием, который я на всю жизнь запомнил, и даже с кем-то, грубо говоря, дурачись, у меня этот прием проходит на 90%. И он, когда провел прием, я не спросил, откуда эти навыки, и я тоже хочу стать сильнее и тоже научиться этому. На что он мне ответил: Харитон, у тебя сильные руки, иди на бокс. Стремлением к победе с детства обладал и доктор физико-математических наук Олег Огварами, который занимался боксом. В 15 лет он уже ступил на ринг, провел 64 боя и всего 3 из них проиграл. Все время ко мне один парень, Витя Бассет, приставал. Где увидит, старается побить. Я либо ноги использовал, либо, сам отвечал, но не очень удачно. И вдруг ворчали, говорят, появился тренер из Польши, Артур Михайлович Сукейник. И он набирает мальчишек в секцию бокса. Я пошел, начал тренироваться. Потом Вите говорю: вот ты тоже приходи, потренируйся. Он пришел, он здоровее меня и так далее. И тут первенство города.
Кварчалда. И я с ним в ринге. И я его побил на ринге. И этим оправдал, что пошел на пояс. На счету Харитона Агрба титулы чемпиона Карибского региона по версии WBA, континентального чемпиона WBA и чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации. Агрба является двукратным серебряным призером чемпионатов России, а также серебряным призером Европейских игр в любительском боксе. 4 ноября 2024 года Агрба завоевал титул чемпиона мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA в весовой категории до 67 килограммов. В Самаре состоялся бой между Харитоном Агрба и аргентинцем Габриэлем Россой. В бою с Харитоном 24-летний Росса потерпел первое поражение при 27 победах. Выдающийся молодой человек. Это то, на что мы все должны ориентировать свою молодежь. В стремлении достигать самых высоких вершин. Представьте себе только на одно мгновение. Перед нами чемпион мира. Чемпион мира. Абхазский спорт имеет возможность развиваться. Да, мы испытываем большие проблемы. Олег Алексеевич, вы много раз говорили, правильно говорили, что у нас нет соответствующего спортзала, у нас плохая инфраструктура, нет возможности развиваться так, как мы хотим. Но мы верим все вместе в хорошее будущее, всеобщими усилиями мы сможем сделать то, что делали наши старшие. Мы на официальной встрече об этом говорили. У нас олимпийские чемпионы, призеры Олимпиады, выдающиеся личности многих направлений. И с их помощью о нашем многонациональном народе узнал весь мир. Где бы ни находился спортсмен, он прославляет свою родину, говорит о ней. И в ПСНы его всегда ждут, любят, болеют и поддерживают. Во встрече спортсмена с молодежью принял участие ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тидеев. С великим боксером я первое, что сделал, взял у него автограф. Дело в том, что Юго-Осетинский госуниверситет, он тоже делает все возможное, чтобы в стенах нашего вуза росли такие именитые спортсмены. За одни только Олимпийские игры в Рио мы взяли полный пакет медалей. Это Суслан Рамонов золото, Хетак Газимов серебро и бронза Ализа Сев. Это все были студенты Юго-Осетинского госуниверситета. Я бы хотел, чтобы студенты Абхазского госуниверситета приезжали к нам, чтобы наши студенты юго-осетинские приезжали в Абхазию. Я как не понаслышке знаю, что вся Абхазия за тебя болеет, гордится тобой. От лица Федерации бокса, профессионального бокса Абхазии, поздравляем тебя с такой уверенной победой. И на самом деле очень серьезный шаг, большой мировой бокс. Никто не хотел упустить возможность пообщаться со знаменитым боксером, поэтому вопросов было много. Касались они не только спорта, но и семейной жизни. Непобедимый Харитон Агрба, чемпион, один из самых лучших спортсменов мира. Несмотря на количество побед, мало говорит о них и остается скромен. Боксер поделился со студентами, что все его мысли о дальнейшей работе над собой для покорения новых Олимпов. Гугут Савардания, Гинал Квинджи, Абхазское телевидение. 14 нетрезвых водителей задержаны в ходе очередного специального рейда сотрудниками ГАИ. Один человек управлял автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Двое отказались от освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Свейб Аслан Даурович, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Чамлар Лаша Мушневич, 1986 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Джейли Расимымзарович, 1993 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Дасаня Баграт Жоржикович, 1982 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мирим Кулова Инна Умаровна, 1983 года рождения, жительница Гагарского района, управляла автомобилем в алкогольном опьянении.
Гумба Аслан Варламович, 1983 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Анкваб Даур Михайлович, 1974 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Халмуратов Зухлудин Алзунбаевич, 1987 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дбар Тамас Иродионович, 1962 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Иванов Вадим Валерьевич, 1993 года рождения, житель Волгоградской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Евтеев Александр Александрович, 1982 года рождения, житель Ставропольского края, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Барганджа Стамур Мирабович, 1989 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Саритсян Миружан Ашотович, 1989 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багиров Георгий Олегович, 1991 года рождения, житель города Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Кашапов Ринальдо Владимирович, 1986 года рождения, житель Ачимчирского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Фридона Авицба прошла 3 блока высокодозной химиотерапии. Ей предстоит трансплантация костного мозга, сообщила ее мама в соцсетях. Девочка тяжело перенесла химиотерапию с побочными эффектами и осложнениями. Сейчас Фридону должны госпитализировать в отдельный бокс, где за 5 дней до процедуры она получит дозу химиотерапии и 3 дня облучения всего тела, чтобы убить костный мозг. Только после этого ее ждет трансплантация. Донором станет либо брат Самсон, либо сестра Аиша. Трансплантация никак не скажется на их здоровье. После операции Фридоне необходимо находиться в клинике в Израиле примерно 6-8 месяцев, чтобы врачи наблюдали за процессом приживления костного мозга и проводили контрольные пункции. Фридона Авицба лечится в одной из клиник в Израиле. Врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга обойдутся в 25 миллионов рублей. Необходимую сумму собрали за 2 недели. 26 ноября с полуночи до 20 часов часть Сухума останется без воды из-за ремонта чугунной водопроводной трубы на улице Лакоба, сообщает водоканал. Подача воды будет прекращена в старом поселке по улице Ишба в районе вокзала, в Нагорной центральной части города, на Виеме и Маяке. Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2025 год. В январе нас ожидает 12 выходных. Кабмин объявил дополнительными выходными днями 13-15 января. Кроме того, дополнительными выходными объявлены 29 августа и 1 октября. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 26 ноября, на территории Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 2-7, днем плюс 5-10 градусов. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.